Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Ой. Ба, да это же знакомые мне лица. Жалуетесь. Решейник. Бегаете, жалуетесь. Зачем вы так делаете? Да, жалуюсь, представляете? Жалуюсь. Зачем? Потому что, я вам скажу, почему я как женщина, Докажите мне это. понимаете? Вот скажите, пожалуйста, а вы сейчас не, вы ж не в Израиле где-то, в Нидерландах где-то там, Амстердам, да, Северная Голландия. В Голландии вы сидите, я понял. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Скажите, пожалуйста, хоть раз в Голландии был митинг против убийства детей на Донбассе? Послушайте, я еще раз вам говорю, что я сижу через VPN. Я довольно честна с вами. Вы сейчас находитесь в Амстердаме, вы проговорились, вы сказали, у нас в Европе. Израиль это не Европа, это Азия. Вот это поворот! Мы считаем себя в Европе. Да мне по барабану, вы сейчас считаете, вы проговорились. Мы считаем себя Скажите хорошо, в Израиле, пусть будет так, хоть один митинг был в 14, 15, 16, 17 году против убийства детей на Донбассе? Вы были на аллее ангелов в Донбассе? Нет, не было. А за что там деток убили, скажите, пожалуйста? Не знаю. За что на территории Донбасса детки 8 лет, есть дети, которые родились и 8 лет проживали Печально. в подвалах. Печально. Это ужасно. Это не ужасно. Вас это не видите, вас это не Это забудет. ужасно. Вас не забудет. И это, если вы со мной общаетесь, я могу назвать вам мой канал. Мне по барабану. Не надо бегать по другим, таким как вы, и жаловаться. Если вы сами не вытягиваете разговор, то не надо бегать жаловаться. Жалость куда? А какие соседние страны у Израиля? Вы мне по географии сейчас спрашиваете? Да, просто интересно. Хорошо, я вам скажу. Например, мы из Латвии пешком можем прийти куда? Я слушаю. Синайский полуостров. Мгм. Кому принадлежит Синайский полуостров? Египту. Мгм. Дальше, если вы едете в Лад, с левой стороны от вас, если вы едете в Ливию, у вас будет Иордания. Мгм. На севере у нас находится Ливан. Мгм. Правильно? Нет. Дальше предложение. Да. Ливан. Дальше. А куда вы постоянно глазками смотрите? Карту открыли второй рукой. Вот так обе руки поднимите. А теперь скажите мне, вы мне сказали, руки опять наверх. Ну, может так. Да я чай пью. Ну да. Вы сказали, что у вас 120 тысяч беженцев с территории. Подождите, меня не перебивайте, Вы пожалуйста. перебиваете, я смотрю, у вас язык начал заплетаться, у вас перед этим не заплетался. У меня всегда язык заплетается, Выпиваете? когда я нервничаю, да. Выпиваете? Да какая разница, выпиваю, не выпиваю. Вы только что сказали, буквально, ну, давеча, что у вас 120 тысяч беженцев из территории Украины. А с территории Сирии, Ливии, Пакистана. Сколько у вас тысяч беженцев? У нас этого нет. У вас это нет. Да? Они ко мне бегут. Они нас не уважают. Мы для них государство. И вы опять вы немного обманулись. Понимаете, Ливан не на севере, востоке. На севере Сирия. Да, на севере. Сирия на севере. Ливан. Да. А сколько у вас беженцев с той стороны? Не считали, да? У нас... А скажите, пожалуйста, каким путем до вас забрались беженцы с Украины? Каким образом? Мгм. Прилетели на самолете Эляль. Чего, блядь? Эляль, кстати, летает до сих пор. Эляль — это израильская компания, летает в Москву. Да, Москву? Эляль летает. Конечно. Мы, между прочим, считаемся дружественная страна. Израиль — это дружественная страна. Да, я понимаю. А скажите, пожалуйста, откуда они вылетали, с каких аэропортов? Они по-разному летают. Они летают сейчас через два пути. Можно лететь Два пути, а. на Москву, либо... А как они на попадают в Сочи. Москву? Скажите, пожалуйста. Послушайте, да, я вам объясняю. Вы мне сказать, я вам скажу. Либо летят через Тбилиси, либо они летят через Сочи.
в Тбилиси сейчас тоже очень популярно. Ага. А, допустим, с ДНР они перевозчиками едут до Тбилиси, через, вы понимаете, перевозчиком. Серьезно, если автобусы, которые перевозят в Тбилиси, долго едут, можно по 2-3 перевозчика брать и вместе берут самолетами и перелетать. А сколько мужчин к вам переехало? Мужчин? М. Я не знаю. Мне только Вот смотрите, вы сказали, 120 тысяч беженцев. А, А мужчин сколько процентовка? я не знаю, честно. Я правда не знаю. Вот что вы Я говорите не о том, могу чего вы не сказать. знаете? А ничего, что над Украиной вообще закрытое воздушное сообщение? Все. Ну что? Ага. На А как можно с Тбилиси Донецка летают, уехать в Тбилиси? Скажите мне, пожалуйста. На перевозчиках, на автобусе. А едут вы про люди. Донецк, про Луганск, да? Оттуда Конечно. беженцы? На территорию, через территорию России. А с можно Киева, переехать. а с Киева сколько вам приехало беженцев? Я имею в виду, что все вместе с Украиной. Не-не-не, там уже давно не Украина. Из Луганска, из Донецка люди не бегут, не надо обманывать. Пожалуйста, у меня есть Что, куча пожалуйста, народу. покажите, приведите мне одного человека с паспортом ДНР. У них у всех украинские паспорта были прописаны. Откуда вот беженцы с Донбасса? Они приезжают сюда. Покажите мне хоть одного. В Макеевке. Алена приехала сейчас, она говорит, там даже... Вот скажите, вы такая, я понимаю, Она таких 2 недели- графских она кровей, 2 да? недели не будет. Вы графских кровей, да? Графских? Ну, у вас нянечка, вы сказали. У меня есть няня, у меня 3 детей, поэтому у меня с ней, да. Ага, Я няня. работающий человек, это нормально, Ага. когда у работающей женщины с карьерой есть, Ага. не графских кровей. Я Ага. постоянно Ага. проверяю. Методичку надо менять, девушка. Надо менять. Методичку, вы знаете, Голубая кость, Да, нянечка, знаете, трое. какая у меня методичка? Посмотрите, я вам скажу, как. Посмотрите. Называется книга Теилим. М. Книга Теилим — это псалмы Давида. Вот моя Мгм. методичка. Поэтому я как пацифистка змея могу вам сказать. Ага, вы Вот пацифистка. Да, А, я понял, я понял. Так почему вы тогда... Хорошо, подождите, девушка. Опять же, вы мне ответили. Вы хоть раз выходили на митинги, когда убивали детей Луганска или Донецка? Выходили хоть раз на Нет, на митинги? такие митинги я не выходила. Почему? Я выходила на митинг Тель-Авив последний раз, когда было 50 тысяч. Не, подождите, блин. Вы опять... Агрессии. Да. Почему не Когда, выходила? почему не вышли на митинг против агрессии ВСУ, АТО, когда объявили мирным людям Луганска и Донецка, мирному населению? Когда авиаудар нанесли по Луганску, войска ВСУ самолетами. Я вам советую приехать в Луганск, а лучше в Донецк. Лучше в Донецк вам нужно. Почему? К вам беженцы едут, вы не можете поехать? С миротворческой миссией? Как миротворец, вы не можете поехать сейчас в Луганск, Донецк? Вы не можете, подождите, не надо меня перебивать. Вы сейчас не можете подать заявление в ОБСЕ и сказать, я вот хочу поехать. И посмотреть на Алию Ангелов. Мне страшно, послушайте, у меня 3 детей. И что теперь? Так вы будете в ОБСЕ. Это там все время бомбят, причем в ОБСЕ. А кто бомбит кого, скажите, пожалуйста? Кто бомбит? Украина пытается, значит, там идет фронт недалеко. Там все время снаряды рвутся, все время бомбят. Чьи? 8 лет, чьи снаряды? Сейчас там рвутся украинские снаряды, не пытаются вышить российские войска. Откуда? Естественно, с ДНР и ЛНР. Подождите, опять, блин. Что опять? А какого хера они бомбят по нашим территориям? Вы хорошо знаете историю Украины? Послушайте, а какого... Я слушаю. Ответьте мне на один вопрос. Ответьте мне на один вопрос. С какой территорией Украина и в каком году присоединилась к СССР? С какими исконно украинскими землями? Мне это мало интересует. Я понял. Это тебе Екатерина II, понимаете? Это мне мало. То есть вы не знаете, это да? Не важно. Я не знаю. Давайте Запомните, так, государство Украину создал Ленин. Из 6 областей он добавил. Не надо меня перебивать, когда я вам объясняю. Добавил тот же Киев, тот же Львов, тот же Харьков, тот же Николаев, тот же Херсон, тот же Мариуполь, тот же Мелитополь, тот же Харьков. И мы пришли, запомните, мы пришли за своими землями.
Мы пришли за своей землей. Хорошо. 8 лет. Я? Не надо меня перебивать, я не закончил. Я скажу, когда закончу. 8 лет Украину тянули... 8 лет Украину за ноздри тянули к миру. Ципсо, не сработает. 8 лет Украину за ноздри тянули к миру. Минские 1, Минские 2. Не захотели? Поэтому теперь сидите за лужей и не квакайте. Забыли сказать Зеленскому, Зеленский наркоман. Вы сами это знаете, зачем объяснять? Украина никогда не была своим государством, тогда все методички, все равно известно. Какие методички? Скажите мне, пожалуйста, в каком году образовалось украинское государство и кто им руководил? Давайте так, я вам другое хотела сказать. Не-н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 е. С моей темы спрыгиваем. С моей темы не спрыгиваем. Нет, не спрыгиваем. В каком году образовалось независимое государство Украина и кто им руководил? И дальше будем общаться. Причем тут сейчас это? В каком году образовалось государство Украины? То есть вы считаете, что ее сейчас нет? Нет, юридически нету. Юридически нет государства Украины, и это вам дает возможность... Демаркация границ когда была на территории Украины? И вы... это дает возможность... Демаркация границ когда была на территории Украины? Послушайте, я родилась... Подождите, дайте я расскажу. Можно сказать? Нельзя. Вы не отвечаете ни на один мой вопрос. Потому что я Вы не пытаетесь считаю, меня что заболтать. это глупый вопрос. Я вам задал простой вопрос. В каком году Украина образовалась как государство и кто им руководил? И дальше Я пойдем. понимаю, что вы глупый, и вы знаете этот материал лучше меня. Поэтому Я давайте автомеханик, я уже следите говорил. за этим. Я ничего вообще не знаю. Хорошо. Вы сказали, что вы блогер, что вы стримите. Я никогда не говорил такого. Не надо обманывать. Так вот. Давайте, знаете, что я вам хочу Забалтываю. сказать? Смотрите. Например, я родилась в Великой автономной области. Мгм. Есть такой город Биробиджан. Он Я находится знаю. на территории Маньчжурии, которая принадлежит Китаю. Мгм. Как вы считаете, что Биробиджан? если сегодня- Да. А. Он находится на территории Маньчжурии. Ебанутая. Маньчжурия – это бывшая территория Китая. Мгм. Как вы считаете, что если сейчас, допустим, кстати, когда сегодня было- Подождите. У вас папа Так, кто? Если бы сейчас Подождите. Папа кто у вас по национальности? мой папа, царство ему небесное, Да, соболезную. был волгодонский казак, А мама? еврейка. А. Ну и? А вы кто по национальности? Получается, что я еврейка. Правильно? Ну, у вас по маме, да. А Манчжурия это причем с каким боком? Смотрите, еще... Потому что Сталин А, сказал, Биробиджан, Биробиджан, Да, Китай. Вы что, Биробиджан. вообще что ли ёкнулись? Что? Биробиджан, Китай? Биробиджан находится на территории Маньчжурии, которая принадлежала раньше Китаю. Да и, а сейчас кому принадлежит? Сейчас она принадлежит. Смотрите, по вашей логике, по вашей логике, По вашей логике. Сейчас нет, по должны вашей взять логике, и забрать- если ласточка родилась в свинарнике, она что, свинья? Какая разница, где вы родились? Я Пусть, вам пусть вы говорю, еврейка, да, я понимаю, я вам этническая, да. говорю про У вас территорию, национальность пишется которая по маме. принадлежат на севере Я не Российской против. Федерации. Биробиджан никогда Вы не меня был Китаем. перебиваете. Вы меня перебиваете. Маньчжурия принадлежала Китаю. Если сейчас Китай захочет ее забрать, вы тоже по вашей логике можете зайти. Пусть попробует. А вообще, Манчжурия, она была южнее Амура. О чем вы шепчете? Вы даже в этом запутались. Методичка у вас дырявая. Плохо вас подготовил куратор. Куратору вашему был огромный минус. Мой куратор — это мой бог, понимаете? И Но учти, тебя за язык никто не цеплял. он меня плохо подготовил, и я к нему обращаюсь. А у вас крестик есть на шее? Нет, не крестик. Я понял. А. Понимаете? Биробиджан. А у Ну, вас, она кстати? как, блин, Китай, А охренеть. у вас, кстати, есть крестик на шее? Да. Да? И череп одновременно? Почему Вы не щели? боитесь? Ну вот у вас сколько крестиков? А в основании ногах Иисуса что находится? В основании ногах Иисуса. Да. Что находится? Смотрите, я была на Голгофе, там его распяли. Там есть крест, и, в общем, когда его распяли... Я вас спросил там- простой вопрос. я На просто любом думала, православном крест кресте внизу находится. стоп Иисуса, что находится? Да.
там продолжение идет до Христа. Я понял. А что обозначает эта линия такая косая? Малая. Это, кстати, у староверов. Пусть будет так. У староверов. Это староверские кресты. Хорошо. Это не... А у вас сколько у Иисуса гвоздей в его теле? 3 или 4? Ну, дайте-ка я вспомню. Я помню, что у него был во лбу. Я помню, что у него был во лбу. Во лбу? Ну, вот, да, у него был во лбу. Во лбу у него был? А что, нет? Его пригвоздили же... На голове у него был терновый, его, по-моему, венок, нет? Ну, да, у него же... Ага. Тоже... Это Нет, звездец, блин. Я это выставлю. Нет. Может быть, я ошибаюсь. Я прошу прощения всех Чем христиан, отличается что крест я- католический от креста православного? У вас во лбу гвоздь надо забить вот такой 200. Послушайте, ну давайте посмотрим. Чем отличается? Не надо гуглить. Нет, не надо лезть в я, телефон. знаете что, я прошу прощения у всех христиан, за то, что я не знаю, Вы не сколько христианка? Нет, не Да. христианка. Во лбу? Да, я просто... Да не блин, знаю, вас в сколько- Израиле за это порвут. За такие слова просто. За такие слова? Да, что у Иисуса во лбу был гвоздь. Возможно. Это звездец, ребят. А Вы что, что, не не было? давите, нет? Может быть, я ошибаюсь. Цепсу, блин. Реально, блин, методички Ну, я устарели. ошибаюсь. Не Мне тут просто взяли. Я просто не обладаю данной информацией, поэтому... Да. А, вот, написано 3 или 4, они сами не могут определить. Так 3 или 4? В чем солдаты разница? Смотрите, я В чем разница? Подвиг Христа Господь, согласно Евангелию, я Евангелие не знаю, поэтому я не знаю. Одно из Так а да, чего вы в Израиле 4 делаете? пригвоздя, Расскажите, вы которые Евангелие не римские знаете. солдаты прибили руки и ноги Иисуса Христа на кресте. Подождите, руки и ноги. А лоб где? Ноги были связаны. Значит, я ошиблась. Я помню, что у него кровь бежала, поэтому я подумала, что может быть поэтому. Чем отличается православный крест от католического? Я не знаю разницы этого. Я правда не А знаю. живете на земле обетованной. Да? Да, да. Я знаю кое-что про еврейскую религию, но про христианскую религию, католическую я плохо ведаю. Это верно. Вы знаете, Сколько мне, наверное, заповедей? нужно... Сколько наверное, заповедей Господних? 10. Можете перечислить? Я думаю, что да. Слушай. Давайте так. Первая заповедь. Это да не будет у тебя другого Бога, кроме как я. Угу. Вторая заповедь. Не соблюдай субботу. Третья У заповедь. меня такой заповеди. Пожалуйста, конечно, давайте откроем. Соблюдай У меня субботу. такой заповеди. Дальше. Третья заповедь. Не Вторая. Соблюдать субботу. Я вам говорю. Третья заповедь. Не сотвори себе кумира. Четвертая заповедь. Это, по-моему, почитай отца своего, сына своего, да продлятся дни твои на этой грешной земле. Это, по-моему, это какая уж слова четвертая? Пятая заповедь, это, по-моему, не убей. Потом, собственно, идут все мелкие, не убей, не укради и так далее. То есть, Мелкие, да? Ну да. А как может быть заповедь великая, заповедь мелкая? Вы о чем? А там, знаете, какая разница идет? Там дело в том, что наши грехи, по Кабале, кстати, они, соответственно говоря, могут относиться к ближнему, либо могут относиться к Богу. Да что ты, черт побери, такое несешь? То есть ближнему нашему, то есть возлюби ближнего как самого себя, либо, например, Богу, то есть мы должны почитать Бога. Вот. Все, что касается Бога, Бог простит, а ближнему запрещено. Поэтому существуют как бы градации. Но все их нужно соблюдать, все 10. Поэтому так. Вот тебе давайте, вернемся к заповедям. Ну, Давайте. Возлюби ближнего своего, да? По этой заповеди украинская ВСУ отправила АТО на свою же территорию. Нет, это Не надо меня перебивать. Это не заповедь. Возлюби ближнего как самого Ну себя. подождите, как это не заповедь? Это не заповедь. Это не заповедь? Нет? Это поступок, да, это поступок. А. Это не заповедь. Заповедей Да, 10, то есть эту заповедь мы отметаем.
Это не заповедь возлюби ближнего как самого Как такие себя. живут? Скажите мне, как такие размножаются? Да вот То есть не заповедь. Нет, Не возжелай зла ближнему своему. Это не заповедь. Нет, там есть То есть Бог за это по головке погладит, да? Нет, причем это постулат. Есть заповедь, есть постулат. Какой нахер постулат? Вы... Подождите, давайте. Давайте. 10 заповедей. Пожалуйста, Давайте. Открываю 10 Давайте, заповеди. Давайте. Не постулатов, а именно 10 заповедей. Читайте. Да, вот 10 заповедей. Почему я открываюсь? Тексты заповедей. Вот, первое. Я Господь Бог, который вывел тебя из Дальше. Египта, из дома рабства. Дальше. Не сделай себе кумира, никакого изображения. Дальше. того. Не произноси имени своего Бога в суе. Дальше. В суе закон. Дальше. Помни день субботний, чтобы светить его. Дальше. Это дальше. Почитай отца своего и мать твою. Дальше. Дальше. 6-я, только не убивай. 7-я, Стоп. не прелюбодействуй. 6. Не убивай. Да, То я же есть? сказала, что она ниже идет. Как это ниже? Это что, не заповедь? Заповедь. но- 10 заповедей. Да, 6-я заповедь. Не убивай. Да, дальше. То есть не надо дальше. 6-я заповедь. Не убей. То есть, когда не надо меня теперь перебивать. То есть, когда войска ВСУ, БМП давили мирный народ, когда люди Луганска, Донецка, народ этой же страны руками голыми остановил танки, это не убий? Бог за это по головке погладит, да, потом? Навоз, Азов. Не погладь. А зачем-то вы мне говорите какие-то заповеди, какие-то постулаты? Вы о чем? Нет, нет, мы говорили, что... Возлюбили они ближнего своего, да? ВЦУшники, азовцы. Азовцы, да? Которые насиловали женщин, блин. Которые животы спарывали беременным женщинам. Это они возлюбили ближних своих? Это кто делал? Кто это делал? Я вам хочу сказать... Кто это делал? Пригожинские войска, знаете? Кто это делал? Вагнеровцы, знаете? Я не знаю, вагнеровцы, надо звездеть. Не надо мне плакать. За что осудили полк торнадо, сами же украинцы? За что был осужден? Представляете? Не надо меня забалтывать. Я еще раз задаю один конкретный вопрос. За что сама Украина осудила полк торнадо? Давайте назовем это зверство. И если у них... За что? За зверство. Какие? Своих же военных. Почему Украина выпустила из тюрем на войну убийц и насильников? Зачем? Почему Россия набирает сейчас, кстати? Не надо звездеть. Везде. В России не было. Русские Ни одной волны. Не было. Не было, не надо врать. Не надо врать. Закрываем рот, я объясняю. У нас мобилизации не было, не будет и нету. У нас из добровольцев очереди стоят военкоматы. Из добровольцев. На территории Украины 5-я волна мобилизации. Берут всех, кого не лень. 2-я волна мобилизации насильников, убийц выпустили из тюрем. Что ты мне еще расскажешь? Российские Слушаю. правозащитники на сегодняшний день говорят о том, что Россия набирает войска своих Не надо мне врать. людей, которые... Не надо врать. Людей, У которые меня военкомат через улицу. в местах лишения свободы. Не надо врать. В местах лишения Не надо врать. Это 2-я волна мобилизации была в Украине. Сейчас Не надо врать. Вы взяли, что я вру. Я- Потому я- что вы пытаетесь мне по ушам российские- проехать. Послушайте, российский правозащитник, российский... Я тебе объясняю, блин, ты чё такая тупая, блядь? Смотри сюда, объясняю, я показываю. Видишь у меня военный билет офицера запаса, вооруженных сил Советского Союза. Я пришел в военкомат, мне сказали, старый. Мне сказали, старый, в 46 лет. Вы пьяны, Иди нахер отсюда, блин. Вы пьяны и Мне сказали, ты мне не рассказывай, какой я пьяный, какой я агрессивный. Понимаешь? Я-то пьяный. Я пьяный. Пусть я пьяный, я тебе объясняю. Вам
Я тебе объясняю, дурында. Я-то проснусь. Понимаешь? Я буду трезвый. А ты как была, так и осталась. Методичку вот так вот сверни в трубочку. Знаешь, как забей. Можешь идти жаловаться. Все, пошла вон. Блин, ребят, извините, я прям пар выдохнул. Прям. Простите, погорячился.